Здравствуйте, меня зовут Татьяна Забарайкина, я психолог благотворительного фонда поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Харускал Милосердие». Сегодня мы будем говорить о сферах жизни. О сферах жизни, которые важны для родителей. Эта тема очень важна, потому что если в семье рождается ребенок с ограниченными возможностями здоровья, какая-то из сфер в жизни человека выпадает. А когда эта одна из сфер выпадает, мы чувствуем, что мы не удовлетворены, мы что-то не делаем так, мы чего-то не додаем, мы не реализованы и так далее. Давайте рассмотрим эти 5 сфер, какие они. Их 5. Если эти 5 сфер все живут в жизни моей, то я чувствую себя удовлетворенным. Я чувствую себя тем, что я делаю правильные вещи какие-то, что я реализовываю себя. Да? Первая сфера в жизни – это работа. Мы все где-то работаем, или мы тут же еще относится сфера – это учеба, те, кто студенты. Мы где-то учимся или мы где-то работаем. Вторая сфера жизни – это семья. Это тоже большая часть нашей жизни. Это тоже занимает большое значимое место в нашей жизни. Семья. Семья – это не только я, мой ребенок, мой муж. Это еще и родственники, это самые близкие люди. Следующая сфера, которая у нас есть, и она неизменная, и она обязательно должна быть, эта сфера называется хобби. В хобби входит не только какие-то увлечения, какие-то развлечения, это еще и общение с друзьями, общение, круг общения тех людей, которые мне важны. Следующая сфера, у нас 2 сферы остались, тоже очень важные. Большинство людей, сколько я общаюсь, сколько я разговариваю, они живут в 3 этих сферах, удовлетворяют их, наполняют их. Да? Следующая сфера, которая очень тоже важная сфера, она называется красота и здоровье. Что сюда входит? Когда мы занимаемся собой, когда у нас есть время для того, чтобы ходить в парикмахерскую, ходить за ухаживанием тела, когда мы ходим по магазинам, покупаем себе какие-то вещи, когда мы следим за модой, когда мы украшаем себя, когда мы желаем, чтобы наше здоровье было крепкое. Это мы ходим в спортзал, это мы занимаемся спортом, может быть, даже вне спортзала, когда у нас есть время для этого. И следующее, тоже очень важное, очень абсолютно важная сфера, без которого мы не можем быть ни мужчинами, ни женщинами, не чувствовать себя таковыми, это сфера, которая называется флирт. Это не означает то, что раз я замужем или я женат, у меня этого не должно быть. Эта сфера нужна для того, чтобы чувствовать себя женщинами, а не мужчинами в юбке. И чувствовать себя мужчинами, востребованными, ответственными, защитниками и так далее. Да? Вот эта сфера. Вот 5 сфер, они должны все работать. Если мы возьмем, например, я предлагаю обычно делать, и вы можете тоже сейчас попробовать это сделать, взять обычный лист А4 и на ней представить, что это ваша жизнь, это А4. И на ней нарисовать, как мы рисуем, например, нашу Землю, и там есть материки. И тут же тоже есть 5 материков. Какой же материк у вас самый большой, а какой из них самый маленький? Может быть, какого-то вообще нету. Попробуйте нарисовать эти 5 материков. Все ли они есть? Или чего-то у вас нету. И вы задумаетесь, увидите, чего у вас нету или чего у вас мало в этой А4. Насколько у вас больше места занимает суши, а больше пустых мест, например, окажется. Это тоже важно.
Попробуйте нарисовать. Если вам первый рисунок не понравится, вы можете переделать его и сделать желаемое. Увеличить, например, у вас может оказаться вот так. Это семья. Например, это работа. Это красота и здоровье. Это, например, может быть хобби. А это, например, может быть флирт. И тогда есть возможность. У нас столько пространства здесь. Огромное место осталось свободным. Но мы часто говорим, у нас нет времени, например, для работы. Или мы говорим, у нас времени нету для красоты. У нас времени нет чувствовать себя женщиной, например. Нет, вы посмотрите, у вас на вашем листе будет огромное пространство. Если вы возьмете и просто его увеличите, скажете, вот такая она, например, красота и здоровье. И тогда у вас появится возможность и желание заниматься собой. И у вас появится обязательно время для этого. Если мы здесь захотим увеличить, например, в этом пространстве сделали, здесь будет работа. И, соответственно, мы начинаем уже активно думать, что же нам будет приносить. Работа не означает, что я работаю в какой-то организации. Работа – это равно деньги, то, что приносит деньги. И я начинаю думать, что же может мне принести как доход, как дополнительное то, что я сейчас имею в денежном виде. Я начинаю про это сразу автоматом начинаю думать. Если я увеличу вот эту часть, это не означает то, что я пошла там флиртовать с кем-то, да? Это означает то, что я начинаю чувствовать себя женщиной. Я начинаю к себе относиться как к женщине. Я начинаю себя подавать как женщина окружающим, чтобы они ко мне относились точно так же. Чтобы не прошли мимо, да? А обратили на меня внимание как к женщине. Поэтому желаю вам, чтобы все ваши 5 сфер работали и процветали, чтобы вы для этого прилагали усилия. С вами была Татьяна Забарайкина. До свидания.